Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения, республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас». И сегодня в студии даже не один из нас, а целых двое из нас, которые являются частью системы профилактики в отношении несовершеннолетних. Сотрудники республиканского и городского ПДН. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Татьяна Михайловна Другина, она представляет МВД республики, и Спартак Иванович представляет муниципальное. Межмуниципальное управление МВД, грубо говоря, городдел, да, получается. Управление. Смотрите, у нас есть основания полагать, что данным товарищам, которые во все времена на самом деле занимались благородным, очень хорошим делом, прибавилось. Это базируется на том, что с марта месяца организации здравоохранения, скажем так, в массовом порядке начали направлять ваши структуры предписания о возбуждении административных дел в отношении родителей. На самом деле эта проблема, можно сказать, социальная, и если родитель впервые сталкивается с могущественной системой МВД и инспекции ПДН в том числе, да, для него это может быть такой шоковый немножко слегка, да? Татьяна Михайловна, как вы считаете? Конечно, любой родитель испытывает беспокойство, если его приглашают в отдел полиции, либо к нему домой приходит инспектор по делам несовершеннолетних, и оказывается, что причина, повод для вызова, либо для визита по месту жительства является обращение родителя со своим ребенком в медицинское учреждение для получения медицинской помощи. По экстренным чаще всего случаям, когда у ребенка несчастный случай, какой-то, да, может быть травма, либо какая-то боль, либо просто беспокойство родителей, что ребенок мог получить какой-то вред, либо что-то ему угрожало его здоровью. Либо, он, например, маленькие дети не могут иногда пояснить, что с ними произошло, что болит. В таких случаях родители обращаются в медицинские учреждения. Чаще всего это происходит в ночное время. Они обращаются в медицинский центр, в приемный покой и получают медицинскую помощь, необходимую консультацию. И после этого к ним приходит инспектор ПДН. Да, полиции. В этом году он стал приходить чаще. Круг наших проверяемых стал шире. Если углубиться, скажем так, в 70-е, 80-е годы, мы лазили по заброшенной технике, мы, не знаю, подбирали с земли все, что угодно. Прыгали по гаражам? Прыгали по гаражам, прыгали с гаражей. Да. Сотрудники полиции, детские комнаты появились в 1935 году. Угу. В большинстве сельских муниципалитетов, где сотрудников милиции тогда было, скажем так, раз-два, а то и на два поселения, скажем, один сотрудник, да, участковый, как в фильмах легендарных советских, да, наверное, такого супер внимания к детям, еще раз говорю, не было. Да. Ладно, там в школе произошли какие-то конфликтные ситуации и так далее. Собрались на совете профилактики? Да, ПДН это всегда было и в советской педагогике, скажем так, формулировки применялись и в наше время. Вот мне кажется, что буквально в последнее время все-таки поводов для обращения, скажем так, в правоохранительные органы стало больше. Причем, как многие упоминают, процентов на 70, на 80. Больше. Больше. Процентов на 70-80. То есть из 10 случаев, скажем, 8 не требуют особого внимания правоохранительных органов. Это формальности, заполнить бумаги и так далее. В 2 случаях стоит все-таки обратить внимание. Не будь вот этой бумажной работы, скажем, которая из 8 случаев из 10, она обычная формальность, они могли бы больше времени уделять реальной профилактике. Откуда это появилось? Порядок информирования, он, как говорил ранее, он всегда был, да? И сейчас контроль просто немножко ужесточен. И я так предполагаю, что Минздрав, он перестраховывается, да? И направляет по всем обращениям. Раз уж сообщение приходит в органы внутренних дел, в свою очередь, они всегда должны отреагировать и проверять.
в конце концов фильтруют, как вы говорите, да? Но проверку они должны проводить. Вот инспектор по делам несовершеннолетних, да, в понимании людей, вот обычный человек, который с этим не сталкивается, да, всегда думает, что это учет, преступление, какое-то административное правонарушение. Нет, инспектор ПДН, он проверяет общую картину и фильтрует, допустим, да, вот где стоит обратить внимание, где не стоит обратить внимание. Человек с опытом, он с первого взгляда на семью видит, на что обратить внимание, допустим, как одеты мама, папа, как одет ребенок, сытый, не сытый, обут, как учится, какое у него поведение, и строит, в общем, общую картину. И из этих, вот как вы говорите, из 10 8 отправляется в архив. Но перед тем, как отправить в архив, инспектор ПДН должен проводить общую проверку. Процессуальную проверку, где, конечно, формальностей там много. Так он должен доказать, что есть основания для прекращения. Никаких противоправных действий в отношении ребенка, ни признаков семейного неблагополучия нет. И поэтому он должен опросить непосредственно законных представителей, непосредственно детей. Может, ребенок скажет инспектору то, что не может сказать, допустим, своим же родителям. Таких случаев тоже много, к сожалению. Может привлекать педагога, психолога, других специалистов. Может назначать судебно-медицинскую экспертизу, устанавливать степень вреда здоровью. Ну, очень много. Даже среди... Это не формальность, а вот именно сама процедура. Степень, уровень проверки, скажем так, да? Даже среди благополучных семей бывает в силу своей занятости не успевают обратить внимание на своих же детей. Ну, с утра до ночи оба родителя работают, дети предоставлены в основном сами себе, и вот травмируются сами. Чаще даже иногда бывает, что обращаются сами, звонят в скорую помощь сами, звонят в 02 сами и так далее. Сами дети? Сами дети, бывает, тоже обращаются. Ну, это, по-моему, это тот уровень, который, ну, не то что пристального внимания, он немедленного реагирования требует, когда дети напрямую обращаются в правоохранительные, извиняюсь, структуры. Да? Мне еще кажется, что здесь очень, смотрите, информационное поле, оно наэлектризовано. Да? Сейчас каждая женщина пишет про какие-то абьюзивные отношения там, и так далее, про семейное насилие. Это поле, оно магнетизировано вообще до наивысшей степени. Да? Вот на слуху очень такие резонансные случаи семейных насилий и так далее в информационном, блогерской конкретной сфере, да? И которые, еще раз, общее успокоение в среду не приносят. Они, наоборот, электризуют, наоборот, поляризируют мнение, усиливают о том, что вот, может быть, муж-отец тиран, мать-жена неблагополучная там, и так далее, и так далее. Вот, и от мужчины, и от женщины это исходит, которые пишут в информационном поле. Поэтому ну, я согласен, что врачи тоже находятся в едином информационном поле, они видят, у них экстренное обращение, извините, в час ночи там ребенок с травмой, с синяком приехал, согласен, что есть вот такое вот, да, но банальное падение годовалых детей с диванов, да, я на самом деле, наверное, не отнесу к криминальным вещам, но если мама приехала трезвая там, и так далее, встревоженная, самое главное, да, а не такая, делайте с ним что хотите, да, то, наверное, и сотрудник учреждения здравоохранения может отфильтровать вот это, ну, взять и не просто... Семейного неблагополучия. Да, исключить. Да. Потому что, еще раз, все мы же знаем, что участковые педиатры, все патронажные сестры и так далее, они ходят по квартирам, они также являются, как и вы. От них не идет такой шквал информации? Не идет. Нет. Ну, идет, но не так... В тех же пределах, которые... В случаях, когда на самом деле нужно вмешательство, скажем так... Только тогда? Да. То есть поликлинические сотрудники, они более здравомыслящие, чем, скажем так, учреждения экстренной медицинской помощи. Может быть, еще зависит от нагрузки на сотрудника, вот, который находится на суточном дежурстве. У него очередь, шквал, ну, вот,
обращающихся, он уделяет им минимум времени, вот это вот затраты времени на одного обратившегося, он только свою медицинскую вот, составляющую осуществил, а как орган системы профилактики он туда не включился, может быть, не проанализировал, какая семья, вот у него просто нет времени это сделать. Поэтому ему легче написать вот фамилию, имя, отчество на этом бланке экстренного донесения о противоправных деяниях и отправить в орган. Не сам врач отправляет экстренное извещение, а именно те люди, которые сидят Оформляют. в регистратуре, именно принимают в приемно-диагностическом отделении, и они отправляют все подряд. Все подряд. Совет родителям. Если вы обращаетесь РБ-1 в приемный покой, в регистратуру, да, делаете максимально благовидное лицо, одевайтесь чуть ли не там в галстук, пиджак и так далее, чтобы на вас сотрудники регистратуры, не дай бог, подумали, что вы неблагополучны. Ну, согласитесь, по логике же так и выходит. Нет, они сейчас отправляют все подряд. То есть не будет зависеть, да, там, сильвупле, у меня ребенок летравма получил, просто единым валом отправят Единым к вам. валом, да, как говорится, отправят все. И это началось с марта, да? С марта месяца. А что в марте случилось такого, что послужило неким триггером вот этого шквала обращений? Ну вот это вопрос к Минздраву больше. Это, наверное, трактование Да. приказа Минздрава, который утвердил перечень поводов для направления, для информирования правоохранительных органов. Но там имеется пункт 14 в этом перечне, который указывает на то, что должны быть именно основания, указывающие на противоправные деяния. Просто некому там, видимо, разбираться, противоправность имеет место, либо нет. И поэтому это отводится правоохранительным органам. Правильно Спартак Иванович говорит, они просто делегируют. Они врачи, они должны лечить, а разбираться там были, нет противоправные, ну, есть же соответствующие, Да. скажем так, структуры, пускай они занимаются. Вот именно. Так получается. Получается так. Ну и из-за этого чисто по-человечески вот масса родителей, еще раз, они подпадают, ну не скажу, что под пресс, да, но приятного мало, когда задают вопросы, там, каков у вас уровень достатка, а нет ли в семье все ли благополучно, какие доверительные, недоверительные отношения там, и так далее. Люди, которые с этим вообще не сталкивались, да, им, конечно, это неприятно. Любому нормальному человеку, да, подчеркиваю, нормальному человеку будет неприятно просто даже рядом стоять с сотрудником полиции, потому что это это конкретное Личное вмешательство в личную жизнь человека, в семью. Никто не любит, когда в семью приходит чужой человек и начинает какие-то вот личные вопросы задавать. Конечно, вот у вас ребенок, оказывается, упал, поскользнулся об лед, упал, надо подойти, объяснение написать. Вот. И обычно люди обращаются в нерабочее время, да, когда рабочее время заканчивается у гражданских людей после 6-7, Да. пока они пришли домой, пока узнали, что случилось, что боль не проходит, пока дошли до медицинской организации, это часов 9-10. Потом в течение часа информируют органы внутренних дел, дежурный инспектор ПДН, да, пока выйдет, пока получит справку с медорганизации, и пока дойдет до них, будет где-то ночь, час ночи, 2 часа ночи. И, конечно, никому это неприятно. Да, если вызов не поступил, все равно экстренное извещение бумажно уходит в органы внутренних дел, потом в течение 30 дней все это вот проверяется. Шквал таких экстренных извещений много. В год примерно, с марта месяца, поступило порядка 17 тысяч таких извещений. Это очень много. Это очень много. А если учесть, что сотрудников ПДН, именно работающих в городе Якутске, их всего 30 человек. Один инспектор, грубо говоря, в день таких экстренных извещений получает по 20-30 штук. И помимо этого есть реальная работа у инспектора ПДН. Это подучетные лица, которые совершили какие-то преступления, правонарушения, употребили алкогольную продукцию, никотин содержащую продукцию. И неблагополучные семьи.
Днем, естественно, работа идет со школами, непосредственно с самими несовершеннолетними, семьями и так далее. А ночью очень много вызовов именно по семейному неблагополучию. Да? И помимо этого инспектор ПДН обязан, вот я повторяю, обязан, он должен все это отработать. Потому что вот из 10 таких 20 экстренных извещений 2-3 обязательно Требует внимания. требуют вмешательства, скажем так, инспектора ПДН. Спартак Иванович, а до марта, До скажем, марта. Ну, количество я уже сколько? озвучил, да, что такая сумма 17 тысяч, да. А до марта были сотни таких экстренных извещений, даже до 1000 не доходил. то есть 20-30 раз меньше. Да. Я могу озвучить цифру за полугодие, когда мы поднимали этот вопрос. За первое полугодие таких извещений 2024 года из органов здравоохранения поступило около 300. 290. 300. с чем, да. А за первое полугодие нынешнего года 4660. 10 раз. Да. Это за несколько месяцев, за 3 месяца, Да, скажем. то есть март, апрель, май, да, Четыре. получается. Июнь. Март, апрель, Июнь. май, июнь. 4 месяца. М. Ну, я прошу прощения. Ладно, родители, да, и так далее. Но у нас, еще раз, обратимся опять к информационному полю. И говорят, ребенок находился в детском учреждении образовательном, да, будь то детский сад или школа, тоже там на уроке физкультуры, грубо говоря, получил травму. Школа никоим образом не отреагировала, не зафиксировала ни это и так далее. Почему? Школа тоже реагирует. Школа Вот. реагирует. Двойная регистрация. идет. Двойная регистрация. То есть тут опросят и педагогов, и родителей, Нет, получается. почему? Сперва обращается школа, что школьная травма, потом ребенок доставляется в медицинский центр, и оттуда еще одно извещение. приходит. Уже родители. Ну, согласитесь, среди таких травм, хоть в школе, хоть в детском саду, иногда бывают и тяжкие травмы. Ребенок, допустим, упадет со скалодрома, допустим, да, Большой высоты. с большой высоты. Там дети получают непоправимый вред здоровью. Вот в таких случаях опрашиваются все, осматривается все, вплоть до всех одноклассников, классного руководителя, директора школы, директора по АХЧ, который И оценка занимается. дается И оценка не дается, инспектором ПДН. Следственным комитетом. А материал первичный все равно первый Доказательную базу собирает именно непосредственно инспектор ПДН. Но таких случаев школьных травм очень много, когда учителя не замечают, потому что дети сами не обращаются и даже сами не обращают внимания, что получили травму. Ну, допустим, ребенок бежит по коридору, поскользнулся, упал, и ребенок молодой, горячий, не заметит, что болит и так далее. Растяжение. И только дома начинает болеть. Естественно, он рассказывает своим родителям: вот у меня болит, вот я, оказывается, упал в школе, и, наверное, из-за этого. Вот таких травм скорее больше, когда никто из даже одноклассников, ни из учителей, никто не замечает, что ребенок получил травму. Мгм. Ну, допустим, в семье 2 детей, да, подвижные дети, хорошие, веселые, игривые, да, получил травму раз, получил травму 2, второй получил травму, ну, мало ли, там, кисть подвернул, ступню подвернул и так далее. Каждый раз обратились, в итоге родители 2 детей получили суммарно, 4, скажем так, 4 повода к тому, чтобы к ним заявились инспекторы ПДН, да. В следующий раз, будь я на месте вот этих родителей, да, я бы трижды еще подумал, обращаться мне в медучреждение или нет. И мы, конечно, не перестанем писать Министерству здравоохранения и в прокуратуру, чтобы в конечном итоге все-таки Минздрав фильтровал все порядок информирования. То есть на равных с вами принимал ответственность на себя Конечно, в деле выявления. хоть Да? частичку они должны все равно. И поэтому мы совместно с аппаратом Министерства внутренних дел все равно будем писать. Мгм.
Но еще раз, эндоскописты у меня были в гостях, некоторые, скажем, время тому назад. На самом деле батарейки, монеты и все на свете, когда проглатывают дети, это, ну, на самом деле, достаточно большой риск здоровью и жизни даже. Да? То есть в дыхательных путях может застрять, химический ожог получить, как вот в Улан-Удэ буквально вчера я шерстил, когда просторы интернета. Понятно, что, еще раз, случай, когда вот такой вот, он не криминального характера, ну не будет же здравомыслящий родитель силком пихать литиевую батарейку в рот ребенку, да? Ну, или там острый предмет какой-то, иголки. Вот в конфетах нашли иголки буквально в России, да, сейчас я прогнозирую, что и до нас дойдет, то есть в каких-то новогодних подарках и так далее найдут посторонние предметы. Здравомыслящий родитель, ну, несмотря на все риски общения с правоохранительными органами, несмотря на все риски того, что ему придется объяснять, что он не верблюд, все равно в любом случае должен все-таки обратиться к медучреждению в случаях, когда... Здоровье ребенка превыше всего. Это несколько минут неудобства, когда ты подписываешь в объяснении, что это несчастный случай и никто не виноват. Это не стоит рисков для здоровья ребенка. Справедливости ради сделаю комплимент в сторону коллег Спартака Ивановича. Человек думающий, он поймет, что это часть, ну, скажем так, определенной работы по фильтрации тех фактов, которые в конечном счете могут вывести на картину куда печальнее, да? Каждый случай индивидуален, и каждый раз сотрудник задает те вопросы, которые относятся именно к этой ситуации. Нет такого вот какого-то именно вот строгого шаблона, алгоритма, вот именно вот это вот вы должны... Нет, он исходя от ситуации, обстоятельств, которые так же, как и обстоятельства получения травмы. Да. Ребенок по разным случаям получает травму. От личности родителей, от того, как складываются взаимоотношения, он все равно вот, сканирует своим профессиональным, можно сказать, взглядом ситуацию и будет проводить проверку в тех объемах, которые необходимы. Да, мы бы хотели призвать всех родителей, которые обращаются в медицинское учреждение, чтобы не боялись прихода инспектора ПДН, вопросов инспектора ПДН, потому что если человек сам уверен, что прав. Что он прав, он не должен бояться. Я согласен абсолютно. В этой связи мы же практически большая половина живет в многоквартирных домах. Да? Сигналы от соседей, сигналы от социального окружения, они обрабатываются также ПДН? Конечно. От соседей поступает большинство вызовов. Ну, кто-то, конечно же, перестраховывается, половина из них сущий пустяк, скажем так, да. Ну, допустим, ночью бегают дети. Чаще всего ночью бегают дети. Ну, у кого они не бегают? Это в 11 где-то. Да, ну, в 11. Перед сном они бегают. Перед сном. У кого дети не бегают? Я понимаю, кто вам может помочь в этом отношении. Да? Могут помочь строители, которые сделают лучшую звукоизоляцию перекрытий, поставят более качественные двери, поставят большей толщины, скажем так, межквартирные перегородки и так далее, чтобы, не дай бог, дать повод соседям подумать, что вы какой-то неблагополучный. Ну, не обязательно вот топот ног это вот мешает. Бывают конфликтные ситуации между соседями, которые друг на друге вымещают какие-то былые обиды и периодически пишут друг на друга. Ну, как и сказал, вот половина из них это реальные, где нужно конкретно вмешаться сотруднику полиции. В моей практике был случай, когда соседи услышали плач ребенка в 2 часа ночи. И как оказалось, что дети там просидели в заперти неделю. 3-летний и 7-летний ребенок, девочки. А мать ушла, вела разгульный образ жизни, и мы вместе с сотрудниками МЧС вынуждены были проникнуть в квартиру через балкон 6-го этажа. Мы, благо, поднялись на 7-й этаж, там жила молодая семья, которые не спали, смотрели фильм, слава богу. Они нам открыли свою квартиру, впустили. Мы через балкон все вместе проникли на 6-й этаж, откуда спасли детей, откормили, конечно, отмыли медучреждение. Медучреждение все проверили. Слава богу, детям ничего не угрожало. Ну, таких случаев, к сожалению, очень много тоже. Поэтому стоит
инспектору ПДН стоит обращать на все обращения внимание свое. Согласен. Вообще, в любом случае, детский плач, детские крики – это повод всему обществу реагировать. Да? Да. Мало ли, какая еще раз ситуация может сложиться, даже если это родитель. Вдруг он не такой родитель, как надо. Вдруг он что-то вытворяет такое, которое… Ну, еще раз, просто любому, кто реагирует на это, будь то обычный гражданин, сосед, будь то сотрудник, педагог или сотрудник учреждения здравоохранения, он должен… Мы же вот журналисты пропускаем определенные факты через себя, через внутренний фильтр какой-то. Да? То есть это не требует большого там, изучения там, каких-то энциклопедических моментов. Это просто, еще раз, включить логику, задуматься на пару секунд и сказать, ну, наверное, так оно и было. Да? Понятно, что ответственность определенная. То есть я своими измышлениями беру часть ответственности на себя. Ну, в части вот, сотрудников здравоохранения, сотрудников педагогов. Но в любом случае вот такой вот фильтр какой-то внутренний, стоит, не стоит запускать большую машину, которая на самом деле своих функций хватает. Реальные вот эти у нас школьные конфликты и так далее, это несут детское употребление вот тех же запрещенных веществ, алкоголя и так далее, куда большие риски в социальном плане несет, нежели ну, нерадивый какой-то родитель, который просто загляделся на телефон, и ребенок у него скатился с дивана. То есть риски-то надо как бы соотносить и сравнивать друг с другом. А получается так, что еще раз, ребенок упал с дивана, пиши объяснение на 2 страницы, плюсом еще акт, плюсом еще заявление на отказ, на прекращение проверки. Ну, на самом деле, просто работа, которая, по моему мнению, человека с обычной логикой, которая взята из ниоткуда. Взята из ниоткуда, и на которой, еще раз, межведомственные какие-то связи должны очень хорошо работать, да? Должны очень хорошо реагировать народные избранники, делать какие-то депутатские запросы, которые, еще раз, перегружать как систему здравоохранения, так и систему правоохранительных органов чревато. То есть где они отвлекутся на те вещи, которые ну, куда меньше внимания требуют, может прорвать совсем в другом месте, где все мы еще раз на слуху видим, слышим, читаем. Поэтому терпение вам, уважаемые сотрудники правоохранительных органов, и в части еще вернемся к соседям. Да? Обычно же у обычного человека есть стереотип такой, что первым реагируют органы опеки. На самом же деле нет. На самом деле, обычно орган опеки вызывается сотрудником полиции. Который... То есть это орган, который выносит вердикт какой-то, да? Да, Решение. Только он имеет право решить вопрос по отобранию ребенка из семьи у родителей. Только он. Инспектор ПДН может это делать только если ребенок совсем безнадзорный. То есть отсутствует законный представитель. Если при живых родителях либо опекунах, такие вопросы решаются только департаментом опеки и попечительства. Но, к сожалению, мы вызываем департамент опеки довольно-таки часто, потому что родители, бывает, злоупотребляют спиртными напитками в присутствии малолетних детей, так и несовершеннолетних детей. Содержат их в антисанитарных условиях. К сожалению, таких случаев очень много. Собирают посторонних, где уже не определишь, кто из них законный представитель, кто из них посторонний, который тут пришел за компанию выпить. Шалман, грубо говоря, да? Такие ситуации бывают. Довольно-таки часто. А могли бы вы дать советы родителям, которые, еще раз, в любом случае мы же выходим в общество, взаимодействуем с обществом, в том числе с представителями совершенно разных служб, и правоохранительных, и здравоохранения, и служб учреждений образования. Я понимаю банальные вещи, типа там ребенок должен быть опрятно одет, там румяный и так далее, не подавать признаков голода, да? Но вдруг у вас по специфике работы есть какие-то еще советы, на что
ну, там, доверительно общаться с ребенком там, и так далее. Какого плана совета могли бы дать родителям, которые, еще раз, ну, прежде всего, Обращаются, неопытным да? родителям? Да. Главное не пугаться. Не пугаться, не вот таких вот правил нет, как надо выглядеть, как должен выглядеть родитель, как должен выглядеть ребенок. Нет, абсолютно. Тут вообще не имеет никакой. Просто родитель сейчас, вот в данное время, к сожалению, да, когда обращается в медицинское учреждение, не должен бояться визита инспектора ПДН, вообще сотрудника полиции. Потому что сотрудник полиции как бы не по своему желанию уже это отрабатывает. Все равно он получает это сообщение, он должен это проверить. И Это не его прихоть. да, Да, не, в силу да, служебных не его, обязанностей. да, в силу своих служебных обязанностей. И, конечно, каждый сотрудник полиции понимает, что любой нормальный человек будет, ну, скажем так, Способствовать разъяснению да, ситуации. нет, и Да. да, и И в будет. его интересах, Да. получается. Да, и будет раздражен, скажем так. Да? Любой нормальный человек будет раздражен визитом сотрудников полиции, когда они будут задавать такие личные вопросы: а сколько вы зарабатываете, с какой семейный доход, взаимоотношения с родителями, которые, с детьми, которые там, допустим, спит, вообще ни при чем. Многодетная же семья все равно. По обращению одного ребенка проверяется же вся семья. Полностью, Где мама в комплексе, работает, да? где Мгм. папа работает, где вот с кем живет ребенок, бабушка, дедушка, как их зовут, даты рождения. И когда человек не понимает, почему ему задают такие вопросы, иногда человек забывает даже, вот, а сколько лет моей матери, такое тоже бывает. Ну, в шоке же человек будет. Человек совершенно не ждет визита сотрудников полиции. Каждый человек, который не сталкивался вообще с органом внутренних дел, он же по-обычному думает, что вот я что, наказать. да, совершил что-то, что ли, я же ничего не сделал. Там. А на самом деле обычный бытовой случай, когда ребенок играл в футбол, поскользнулся и получил мячом по голове, и вот. И по этой причине пришли. И только в конце разговора родитель понимает, почему пришел инспектор ПДН. Что он защищает Да, интерес потому что, ребенка. да, инспектор ПДН, вообще сотрудник полиции, придя домой к любому человеку, что он делает в первую очередь? Он представляется, он говорит, что он сотрудник полиции, пришел к такому-то, такому-то. И, конечно, у любого человека это вызывает какой-то, ну, испуг, что ли. Да, слово полиция Страх, вообще да. человека в ступор Да, вводит, когда ступор вводит. еще тем более глазок смотришь, и там сотрудник в форме, да, и не поймешь, какой он службы, или он серьезный. Но на самом деле все службы полиции, они серьезные. Еще раз, все мы помним вот фильмы, там, «Пацаны», к примеру, да, там слово ПДН в советское время, ну, достаточно серьезным аргументом было в плане воспитания подрастающего поколения. То есть, ну, им не пугали, но это был серьезный аргумент в пользу несовершения каких-то противоправных действий. Я так понимаю, времена возвращаются. Да? Времена возвращаются, потому что 90-е, там, в начале нулевых, возможно, не на слуху был инспектор ПДН. А сейчас волей судеб, волей каких-то трактований, каких-то определенных документов, ведомственных и межведомственных в том числе, именно сотрудник ПДН оказывается больше на слуху, чем сотрудник ППС. Ну, согласитесь, потому что с ППСом шансов столкнуться человеку куда меньше, чем С инспектором ПДН. с инспектором ПДН. Потому что ППС — это охрана общественного порядка, Вот. прямо непосредственно на улице. А сейчас, по сравнению с нулевыми, порядок у нас в обществе стал гораздо лучше, согласитесь, да? В том числе и благодаря вашей работе, на самом деле. Да. Я абсолютно это признаю. А вашим коллегам из учреждений здравоохранения я бы хотел напомнить одну поговорку. Да? Закон, что дышло, куда повернешь, туда и, скажем так, зарулит. То есть трактовка каких-то нормативных актов, законов, правовых актов, она зависит, еще раз, от трактовки. То есть как должна трактоваться вот та или иная строка, тот или иной пункт и так далее. И в этом отношении за счет других ведомств просто снижать себя, просто ответственность. Не работу даже, а ответственность. Да? Еще раз,
врачам же не обязательно проводить проверку. Он просто должен включить логику. Согласны с этим? Да. Логику, что никто не заставлял глотать батарейку ребенка, никто не заставлял там играть в футбол, никто не заставлял ходить на уроки физкультуры. Согласитесь? А физрук там, он может быть и 60-летний, который отрабатывает предпенсионный момент, да? У него может быть советское образование, которое, еще раз, оно куда меньшего внимания требовало. То есть, ну, есть вот силовые какие-то брусья и так далее. А то, что ребенок мало каши ел, это в расчет не берется просто. Поэтому я еще раз, вам терпение, потому что я более чем уверен, что ситуация все-таки, она нелогичная, и она должна решиться в пользу логики, в пользу здравого смысла. То есть обрабатывать более тщательно 300 документов, чем поверхностно проходить по 4000 актов. Да? Согласны с этим? Конечно. И родителям я бы хотел все-таки пожелать того же терпения, что и сотрудникам ПДН, потому что перспектива общения с сотрудниками полиции в форме, но которые являются инспекторами по делам несовершеннолетних, это не должно становиться какой-то преградой для того, чтобы отмахнуться от обращения учреждения здравоохранения. Потому что жизнь и здоровье ребенка – это важнее всего. Дмитрий Аргунов. Увидимся через неделю.